Здравствуйте! Сегодня мы говорим о выдвижении и регистрации кандидатов, а также о предвыборной агитации, о том, какой она должна быть, с экспертом по выборам Фканышай Мамытовой. Здравствуйте! Мы в прошлый раз говорили про избирателей, про их активное право избирать. Ну, давайте сегодня поговорим про кандидатов, о том, какие есть особенности выдвижения и регистрации кандидатов в депутатов парламента в соответствии с новой избирательной системой. В соответствии с внесенными изменениями закона о выборах, в первую очередь изменились требования к самим депутатам. То есть по новым требованиям депутатом Джорку Кенеша может быть гражданин Кыргызской республики, достигший возраста 25 лет, и имеющий активное избирательное право и имеющий высшее профессиональное образование, то есть возраст поменялся и наличие высшего профессионального образования. Соответственно, с учетом того, что, как мы ранее уже обсуждали, две смешанные избирательные системы, разный порядок выдвижения. По одномандатным округам выдвинуть кандидатов могут либо политические партии, либо граждане могут выдвинуться в порядке самовыдвижения. Если речь идет о выдвижении политической партии, то, соответственно, должен быть съезд политической партии, на котором должно быть принято решение, допустим, о выдвижении гражданина Иванова кандидатом по Нарынскому избирательному округу, одномандатному, к примеру. Да? Если это решение принимается самим гражданином о том, что он хочет выдвинуть свою кандидатуру, то здесь в данном случае мы говорим о самовыдвижении. А по единому округу, получается, субъектом выдвижения может быть только политическая партия, которая выдвигает списки кандидатов. То есть по одномандатным округам конкретные личности кандидаты выдвигаются, а в едином округе это списки кандидатов. И, соответственно, по единому округу есть установленные законом требования к списку кандидатов в политической партии. То есть, в первую очередь, это гендерная квота, не более 70% лиц одного пола. Также предусмотрена молодежная квота, то есть не менее 15% лиц, которые не старше возраста 35 лет, и при этом первые 3 из них должны быть в первых 25 кандидатах. Также те же самые 15% они в отношении лиц, которые принадлежат к этническим меньшинствам, и обязательное требование о том, что должны быть 2 человека, это 2 гражданина, лица с ограниченными возможностями здоровья. То есть таким образом на этапе выдвижения и регистрации списка кандидатов эти квоты, они предусмотрены, получается, действующим избирательным законодательством. Ну и, соответственно, для того, чтобы пройти процедуру регистрации, кандидаты, либо политические партии по единому округу, они должны были подать определенный пакет документов в Центральную избирательную комиссию. То есть, в принципе, это были документы о выдвижении, это решение съезда политической партии, либо заявление кандидата о самовыдвижении по одномандатному округу. Потом это должны были быть заполнены кандидатом формы сведения о себе, нотариально заверенная, предоставить копию диплома о высшем образовании, оплатить избирательный залог, написать заявление о том, что он не возражает на сбор и обработку его персональных данных. Избирательный залог по одномандатному округу в соответствии с законом сейчас составляет 100 тысяч сом. А по единому округу, получается, уполномоченный представитель политической партии, он должен был опять же подавать решение съезда о выдвижении списков кандидатов, сам список кандидатов, соответственно, документы на каждого кандидата в списке, документ, подтверждающий внесение оплату избирательного залога в размере 1 миллиона сом. Ну и, соответственно, вот на этапе, получается, подачи документов, проверки, по результатам на предстоящих выборах осенью 2021 года у нас зарегистрирована 21 политическая партия. По закону, после этапа выдвижения и регистрации уже дальше начинается этап предвыборной агитации. Когда вы сказали, что после регистрации всех кандидатов по одномандатным округам из списков кандидатов начинается предвыборная агитация, хотелось бы остановиться подробнее на этапе выборов. Что из себя представляет предвыборная агитация и кто может ее проводить, есть ли какие-нибудь ограничения? Изменения в части проведения предвыборной агитации, они также коснулись, в законе есть. В отношении предвыборной агитации, вообще, что это такое? То есть, по сути, это деятельность кандидатов, политических партий в период выборов, направленная на то, чтобы избиратели проголосовали за, либо против определенного кандидата, либо политической партии. Соответственно, по закону у нас предвыборная агитация начинается с окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов и заканчивается за 24 часа до начала голосования.
Предвыборная агитация, она может осуществляться в различных формах. То есть это может быть путем выпуска каких-то материалов в средствах массовой информации. Это могут быть выпуск печатных, аудио, видеоматериалов агитационного характера. Да? Это могут быть какие-то публичные мероприятия, ну, как правило, это встречи с избирателями, либо в каких-то иных незапрещенных законом формах. Но при этом есть ряд определенных ограничений, которые кандидаты и партии должны соблюдать. Ну, в первую очередь, это кто не может проводить агитацию. То есть агитацию не могут проводить, не могут быть агитаторами, это государственные муниципальные служащие, ну, за исключением депутатов Джорко Кенеши и депутатов местных Кенешей. Агитацию не могут проводить члены избирательных комиссий, наблюдатели, международные наблюдатели, религиозные деятели вот, не могут участвовать в предвыборной агитации, члены и учредители благотворительных организаций, лица, не достигшие 18 лет, иностранные граждане организаций, там, судьи, прокуроры, работники правоохранительных органов. То есть это вся категория тех лиц, которые не могут проводить агитацию. Следующее ограничение, где нельзя проводить агитацию, да? То есть по тем изменениям, которые внесены в закон, установлено, что агитация теперь не может проводиться внутри и в радиусе 100 метров учреждений здравоохранения, образования, то есть школы, больницы, поликлиники, университеты, да, теперь они под запретом для проведения агитационных мероприятий, и рядом с ними тоже нельзя раздавать агитационные материалы. То же самое касается культовых сооружений, то есть это, как правило, религиозные мечети, медресе, не знаю, там, церкви, синагоги и так далее. В них и рядом с ними в радиусе 100 метров тоже нельзя проводить предвыборную агитацию. Такое же ограничение касается учреждений пенитенциарной системы, то есть тюрьм, ИВС, СИЗО, также зданий, в которых находятся там как производство опасных каких-то материалов, линий электропередач и так далее. Но это делается в целях, в первую очередь, безопасности самих избирателей и кандидатов партий, которые там хотят проводить агитационный материал. Также, где еще нельзя, то есть это нельзя активную агитацию проводить. При этом у нас кандидаты политические партии еще выпускают агитационные материалы, там, баннеры, листовки, и, соответственно, они их везде расклеивают. Законом также установлены ограничения, где нельзя размещать, да, то есть это зеленые насаждения, памятники, обелиски. Это те места, в которых, по идее, политические партии и кандидаты не имеют права размещать свой печатный агитационный материал. Если они размещают свой агитационный материал на объектах частной собственности, допустим, на заборах, домах частных, да, то у них, соответственно, должно быть какое-то соглашение с владельцем этого помещения, его согласие. Если это коммерческое помещение, то, как правило, они, допустим, рекламные щиты, то они должны заключить договор об аренде этих рекламных щитов и, соответственно, произвести оплату из избирательного фонда. При этом при проведении агитации, соответственно, не должно быть случаев, когда кандидат либо политическая партия, она же может не только за себя агитировать, она же может и против своих оппонентов какие-то агитационные вещи произносить, это называется агитация против, да? Но при этом не допускается нанесение ущерба чести, достоинству, деловой репутации того или иного кандидата, либо политической партии. Не должно быть случаев разжигания межрелигиозной, межрасовой, там, гендерной, межнациональной там, вражды, там, призывы к захвату власти и так далее. То есть, если смотреть по нормам закона, то агитация она должна проходить более в таком позитивном ключе, когда каждый кандидат либо политическая партия говорит о своей программе, о своих достижениях. А если она агитирует против, то как бы не переходя какие-то личности, то есть не скатываясь банально к черному пиару. И здесь очень важно, что следует отметить, то, что с момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей. То есть под подкупом что понимать? Вот выборы назначены, любые безвозмездно передаваемые материальные ценности, будь то там тортик в честь Дня учителя или продуктовый пакет в честь Дня пожилых, после выхода указа о назначении выборов они уже считаются подкупом. Соответственно, с момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп, распространять любые товары, услуги безвозмездно, либо на льготных условиях. И четко установлен запрет о том, что кандидатам, их близким родственникам и их представителям запрещено заниматься благотворительной деятельностью. Ну, единственное, что здесь подкупом не считается работа, выполненная в рамках обязательств, допустим, по договору. Если я как агитатор работаю на кандидата,
распространяю его агитационный материал, рассказываю о его деятельности, то, соответственно, между нами заключен договор, и он мне за мою работу платит, то в этом случае это не подкуп. Но если вот кандидат, допустим, раздает продуктовые пакеты, да, либо организует какие-то чаепития, то в этом случае мы можем говорить о том, что имеет место подкуп избирателей. Огромное спасибо за подробное объяснение. С нами была эксперт по выборам Ханыша Аймамытова.